Сегодня у мусульман большой праздник Ураза Байрам. Он знаменует завершение поста в священный месяц Рамадан. Отмечают праздник Разговения 3 дня. Как готовиться к нему в Москве, узнал Владимир Сераухов. В это время люди обычно еще спят, но семья Аджиманбетовых с самого утра на ногах, ведь сегодня один из главных мусульманских праздников – Ураза Байрам. Мы здесь в гостях, чтобы узнать больше об этой традиции. Азиз, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы соблюдали пост? Тяжело ли приходилось? Не было ли соблазна как-то прекратить? Доброе утро. Салам алейкум. Пост, конечно, это очень было соблюдать легко, никаких трудностей. Поначалу, конечно, были небольшие сложности, то есть, нужно было, чтобы организм немного привык, а в целом все прошло так автоматически и никаких сложностей не было. На Ураза Байрам готовится очень много разных национальных блюд. Зара, смотрите, у вас здесь какой-то напиток особенный. Расскажите, пожалуйста, про него. Обязательным условием начала нашего великого праздника является приготовление нашего традиционного ногайского чая. Готовится он из черного прессованного чая с добавлением молока, сливок, соли и перца по вкусу. Подается он в горячем виде вместе с другими угощениями, которые также делаются на праздник. Здесь вы можете увидеть слоеную лепешку, называется он хатлама, делается с добавлением сливочного масла, жарится в духовке, а также беремече, тоже традиционное наше блюдо, это фарш в дрожжевом тесте. Очень вкусное угощение. В этот день у верующих, как уже было сказано, принято прощать друг другу обиды, навещать родственников и знакомых. Таким образом, мусульмане очищают свою душу от обид. О других традициях празднования Уразы Владимир Сераухов. Я в компании Азиза Аджиманбетова. Мы встречаем Уразу Байрам и, наконец-то, добрались до мечети. Азиз, скажите, каким образом сегодня все будет происходить? Сейчас мы зайдем с вами в мечеть. Вы сами это увидите. Проведем намаз праздничный. Потом имам проведет свою проповедь праздничную. И после этого официально праздник будет начат. Я смотрю, вы не захватили с собой коврик. Вот некоторые люди с ковриками сюда пришли. Ну, у нас в мечети все эти коврики расстелены, то есть там ковры, все есть. А коврики в основном берут те, кто будет делать намаз на улице. О чем нужно думать в мечети вот во время молитвы? Да? Ну, во время молитвы, это в основном перед молитвой, это восхваление Всевышнего, восхваление нашего пророка, да будет им милость и Аллах. И в основном это просьба, чтобы пост был принят, то есть просьба Всевышнего, то, чтобы он принял наш пост, чтобы он потом даровал нам все блага, которые ведут к этому посту. Всех с праздником! Самые добрые пожелания! Азиз, скажите, это у вас какое-то особое приветствие, я смотрю, да? Вот что это значит? Да, тут это приветствие, во-первых, желаем мира друг другу, то есть и все-таки это радость окончания поста. Каждый мусульманин радуется и желает, чтобы его пост был принят. То есть, и это, все люди находятся в таком праздничном состоянии, все там друг другом здороваются, обнимаются, то есть это все вот это свидетельствует тому, что это все-таки долгий пост закончился, и все радостные. Аллах аллахи. Аллах аллахи. Аллах аллахи. Ну что, я пожелал своим братьям и близким, чтобы Всевышний принял их пост. Теперь праздник начался. Будем праздновать. Праздничный намаз совершен. Теперь мусульмане будут продолжать встречать Уразу Байрам друг у друга в гостях. Несмотря на то, что в некоторых республиках на это дают несколько выходных, москвичам придется прерываться на работу. Владимир Сераухов, Роман Демидов и Анастасия Назарова. Мир 24.